Мы рекомендуем вести здоровый образ жизни, как можно меньше находиться в местах массового скопления людей, тщательно проветривать помещения. Ну вот и дождались. В России зарегистрировано 2 случая коронавируса. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области. Это сколько нужно не платить, чтобы лишиться тепла посреди зимы? В отопительный сезон, когда дом кажется особенно милым, не терпится поскорее дойти и согреться. Устная договоренность обернулась коммунальными последствиями. В Магасе ряд многоквартирных домов отключили от газа. Посмотрите, у нас в кабинете химии есть краны с водой. Если вдруг вы на руку нальете кислоту, нужно подойти к раковине, подставить под струю воды, смыть. Серьезно нахимичили. Более полусотни ингушских школьников приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по химии. Они помнят, а мы знаем, как было непросто в 44-м. Ссылка устами Фадима Накажевой. Предоставилась такая возможность лично увидеть этого писателя, послушать его речь о том, что говорят о нем другие писатели. Поэту, прозаику, драматургу Бадруддину Горчханову 55 лет. В Национальной библиотеке прошел творческий вечер. Здравствуйте, это новости 24. В России впервые выявлены 2 больных коронавирусом. Это граждане Китая. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщив о дополнительных мерах по борьбе с новым заболеванием. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся в Китае за последние сутки выросло и приближается уже к 8 тысячам, погибших 170. По последним данным, вирус обнаружен еще в 18 странах. До 1 марта будут временно закрыты 3 контрольно-пропускных пункта, которые находятся на территории Амурской области и связывают Россию с Поднебесной. Временно приостановил выдачу электронных виз для граждан КНР МИД России. В ночь на 31 января ограничено железнодорожное сообщение с этой страной. Российские авиакомпании прекращают полеты в этом направлении. Отмечу, что в Москве организовано дежурство мобильных медицинских бригад у гостиниц для проверки китайских туристов. Медики призывают всех быть бдительнее. Хотелось бы обратиться к населению республики, чтобы они меры профилактики соблюдали, ввели здоровый образ, так как в группе риска находятся дети, пожилые люди старше 65 лет. Также в группу риска входят медицинские работники, которые непосредственно имеют контакт с заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому мы рекомендуем вести здоровый образ жизни, как можно меньше находиться в местах массового скопления людей, тщательно проветривать помещение, в котором находятся люди, и как можно меньше, если вы выходите в места массового скопления людей, обязательно, чтобы носили маску и тщательно мыли руки после посещения вот этих мест. 8 домов по всему региону за один день полностью были отключены от газовой сети. Этим занимаются сотрудники ресурсоснабжающей организации «Газпрома». Действия проводятся законно, с уведомлением. Причинно-следственные связи тернистые. У жильцов нет договоров с поставщиком голубого топлива. Их и не может быть официально, потому что отсутствуют свидетельства о правах на собственность. А это уже вина подрядчиков. Во всем этом разбиралась Диана Дударова. Это сколько нужно не платить, чтобы лишиться тепла посреди зимы? В отопительный сезон, когда дом кажется особенно милым, не терпится поскорее дойти и согреться. Только вот жителям 48-го дома проспекта Зязикова теперь можно не торопиться. Злостным плательщикам отключают газ за неуплату. Как выяснилось, на такие крайние меры газовиков вынудили пойти крайние обстоятельства.
Отсутствие договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также поставку газа. Ни одного платежа за потребление ресурса. Соответственно, бесплатное пользование не 1 год. Все это вкупе привело к полному отключению многоквартирного дома от газа. О проводимом рейде ресурсоснабжающая организация уведомила и местную администрацию, и правоохранительные органы. В общем, отключение от сети газораспределения производится в рамках закона. Очень не хотелось отключать газоснабжение в отопительный сезон. Со своей стороны еще 2 недели назад уведомляли жителей, развешивали объявления с просьбой подойти и заключить договоры, но никто не отреагировал на эти просьбы. Газ поступал, но никто не платил. Но как заключить договор, когда даже нет документов на квартиру? Приобретая недвижимость у хозяина домов, жители даже не удостоверились в наличии зарегистрированного права. Выписку из единого госреестра в глаза не видели. Так стали собственниками несданного объекта, устно заключив серьезную сделку. И не понимали, что голубое топливо в их дома тоже поступает незаконным путем. Я даже прежде чем сюда заехать, все это у них спросила. Вести ядерную эксплуатацию, принять ядерный дом, фотографировать, дальше там еще узнать, да, там Хамада сказала, дальше там делать, оформлять, безлах, жилищный документ, я сегодня пойду заключить этот договор, мне его никто не заключит, потому что он еще не оформлен, до конца оформления. Ну, да, я хозяйство на этой неделе, они сказали, вот мы, говорит, уже оформляем. Однако дом заселен, есть постоянно проживающие, даже открылась аптека. Отрезают подачу газа еще сотни квартир в Магасе. Казалось, что жители дома 32А проспекта Зязикова тоже не являются абонентами «Газпрома». Здесь повторяется та же история. Эти жители – очередные жертвы махинаций недобросовестных подрядчиков. Дом 32А строила подрядная организация «Мальтез». Процесс сдачи объекта, конечно, регулирует местная администрация. В свою очередь, представители «Газпрома» не раз обращались в мэрию Магаса с просьбой привести документы по домам в соответствии с законодательством, а физлицам выдать свидетельство о праве собственности на квартиры. Предшественники объясняли, что это временное газоснабжение на период строительства. Однако дом заселен постоянными жителями не 1 год. Из 100 квартир ни одного жителя этого дома нет как наших абонентов, нет лицевых счетов. Они пользуются газом, дом обжитой, они давно воруют наш газ, отбирают наш газ, но за него не платят, не являются нашими абонентами. Поэтапно сегодня все 10 домов будем отключать. Одновременно один дом был отключен сегодня, такой же, дома-призраки мы их называем, отключен в Малгобеке. И такой же дом-призрак сегодня отключен в городе Назрани в 105-м массиве. Но в Магасе эта ситуация такая абсолютно злостная. Это 10 домов. Информацию, сколько человек потребляют газ, до «Газпрома» должны донести местные власти. И после этого организация в законном порядке делает их своими абонентами. Сначала заключается договор на проверку газового оборудования в целях безопасности жителей, а позже на поставку энергии. Только за 1 день слесари «Газпрома» отключили от сети газораспределения 8 домов по всей республике. Представители ресурсоснабжающей организации объясняют, чтобы вернуть тепло в дома, необходимо соблюсти требования законодательства. Мы призываем всех, находящихся в такой ситуации жителей Магаса, обратиться в муниципалитет, обратиться в мэрию Магаса с тем, чтобы потребовать те правоустанавливающие документы, которые должны быть им выданы. Принесут эти документы, мы немедленно приступим к осмотру внутриквартирного газового оборудования, соответственно, составим договоры ТО ВГКО, и, соответственно, после этого будут заключены договоры на поставку газа. Правовая безграмотность жителей этих домов сыграла с ними злую шутку. Да и дров в квартире не наломаешь. Однако нельзя исключать следствие мошеннических действий подрядчиков и халатности местных властей. В конечном итоге простые люди, в том числе и дети, вынуждены зиму проводить в холодных, неотапливаемых квартирах. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Качественный анализ, методика синтеза. Эти и другие задания входят в экспериментальную часть регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии. В Ингушетии фундаментальные знания науки проверяют у 65 школьников. 5 задач оцениваются в 20 баллов. Набрать надо 100. Те, кто справится лучшим образом, отправятся покорять Москву. Репортаж Хавы Гагиевой. Посмотрите, у нас в кабинете химии есть краны с водой. Если вдруг вы на руку нальете кислоту, нужно подойти к раковине, подставить под струю воды, смыть. Как обращаться с этими пробирками участникам Олимпиады по химии, в принципе, повторять не обязательно. Ведь они не первый год имеют с этим дело.
Однако очень важно проинформировать ребят о правилах безопасности, которыми они иногда пренебрегают. Сегодня побороться за главный приз регионального этапа Олимпиады собралось 65 юных умов республики. Вот и Михаил Евлоев решил попытать удачу. Девятиклассник не первый раз участвует в интеллектуальных соревнованиях, однако Олимпиада такого типа для него нова. Задачи были довольно-таки интересные, довольно-таки сложные. Но не знаю, насколько хорошо я справился, но надеюсь на то, что я получу какое-нибудь место или стану победителем. У нас довольно-таки сильная химия в нашей школе, поэтому я надеюсь на то, что у меня получится занять место. Региональный этап Олимпиады включает в себя 2 тура и проводится последовательно 2 дня. Первый тур является теоретическим, второй – экспериментальным. Участники допускаются до всех туров, независимо от результатов первого этапа. Закрепляют знания теории на практике. Для этого в лицее есть своя лаборатория, которая оборудована всем необходимым. Оценивают ответы ребят заслуженные учителя и профессора. К примеру, знания в химии проверяет один из сильнейших преподавателей этого предмета – Яха Зурабова. В своей любимой школе лицея города Назрань она очень предана и работает здесь около 20 лет. Уже в который раз она принимает участие в Олимпиаде в роли члена жюри. Химия – наука экспериментальная. Химия – это наука практическая. И поэтому без сопровождения лабораторных работ, практических работ, изучения химии в полном объеме и в полной мере невозможно. И поэтому, когда стал выбор, в какой школе, на базе какой школы проводить Олимпиаду, выбрали лицей. Олимпиада имеет в себе 5 теоретических задач и 1 экспериментальную задачу. 2 тура оцениваются общей суммой в 140 баллов. Чтобы стать призером и победителем Олимпиады, нужно набрать более 50% от общей суммы баллов. Если кто-то и участвует в Олимпиаде впервые, то для некоторых ребят это уже добрая традиция. Ученикам предстоит погрузиться в предмет углубленно. Это не просто школьный уровень, когда они решают задачи в классе под руководством учителей. Это уже уровень региона. Преподаватели говорят, что многие задачи, которые должны решить юные химики, и не всем студентам-первокурсникам могут быть по зубам. Однако некоторые умудряются справиться с этим за считанные минуты. Только что мы закончили 2-й тур по химии Олимпиаду. Нам учитель химии показал опыты, нам надо было выяснить, какие элементы там взаимодействуют с другими элементами. Работа была интересная довольно. При поступлении за место, которое получено на Олимпиаде, можно получить определенный балл в определенном вузе. В 2020 году региональный этап Олимпиады проводится с 10 января по 22 февраля по 22 предметам федерального и по 8 предметам регионального компонента. А победителям выпадет шанс представлять республику на всероссийском этапе. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. В эти дни мы вспоминаем события 1944 года. Целых 13 лет наш народ был оторван от своей родины. Каждый по-своему переносил эти испытания. Но все верили, что все наладится. Обустраивали быт, строили семьи, воспитывали детей. Наша сегодняшняя героиня Фадиман Экажева в ссылке оказалась 14-летней девчонкой. Сейчас ей 90, но помнит она все до мелочей. Именно о ней репортаж нашего корреспондента. История, наполненная потерями и памятью о трудных годах, выпавших на долю всего народа. В ней красными буквами высечено слово «депортация», боль от которого еще видна в глазах Фадиман Экажевой. В этот суровый и несправедливый февраль 1944 года она 14-летней девочкой и так, лишенной родительской ласки, вместе с братьями и сестрой была брошена в холодный вагон эшелона. Самая долгая дорога. Ее, несмотря на свой 90-летний возраст, бабушка помнит до мельчайших деталей. У нас не было ни еды, ни воды в дороге. Везли нас, как мы позже узнали, в город Макинг. Когда мы уже туда добрались, нас завели в помещение, напоминающее место для загона скота. Там не было ничего, кроме соломы. На ней мы и спали всю ночь. Благо кроватью соломы им служила только одну ночь. Родной дядя Фадиман до высылки работал руководителем консервного завода, был уважаемым человеком и имел деньги. Именно они помогли выжить, делится бабушка. Уже на следующий день они купили небольшой дом, где и устроились жить. Местные жители протянули нам руку помощи. Кто-то давал нитку, кто-то иглу, кто-то варенье. Каждый помогал тем, что у него есть. Это говорило о том, что они были очень добрыми и отзывчивыми людьми. Прошло время. Потихоньку жизнь начала налаживаться. Мы там обзавелись своим большим огородом. Кто-то устроился на работу, каждый занимался чем мог, и жизнь начала бить ключом.
Своего будущего мужа Фадиман тоже встретила в депортации. В 1957 году, когда они возвращались на родину, у них было уже 4 детей. Это черно-белая фотография, сделана за год до этого события. На ней сама Фадиман и ее 3 сыновей. Самому старшему, Магомед Султану, было тогда 5 лет. Эта фотография сделана в 1956 году. Тогда наш отец работал главным бухгалтером на ремонтно-механическом заводе. На Новый год там поставили елку. Вот мы там и сфотографировались. На мою память положение у нас было неплохое. Домой мы возвращались на чистом пассажирском поезде. Приехав на родину, семья Фадиман начала жизнь буквально с чистого листа. Но все эти сложности казались им только мелочью. Сегодня, сидя в окружении своих внуков, бабушка отмечает, что немного завидует сегодняшней молодежи. Для них созданы все условия. Но дружбы и сплоченности в годы депортации было намного больше. И тогда знали цену. Когда нас выселяли, нас было 5, я, 3 брата и сестра. Из-за доброты окружающих нас людей мы остались живы. Благодаря им я прожила хорошую жизнь. Возвращение на малую родину для Фадиман и Кажевой стало торжеством добра. Ведь нет на свете места дороже родной земли и теплее домашнего очага. Шаждат Кулхоева, Марбек Пержоев, Новости 24. Волонтеры организации «Антилирика» задержали очередную партию запрещенных препаратов. На этот раз задержаны 2 женщины из соседней республики. Дамы решили расширить торговый оборот и освоить рынок сбыта запрещенных препаратов в Ингушетии. Тут их и настигли ребята из общественной организации. Напомню, что волонтеры занимаются выявлением и задержанием наркоторговцев и их покупателей. Мастеру слова Бадрудину Горчханову сегодня исполнилось 55 лет. По случаю юбилея в Национальной библиотеке прошел творческий вечер поэта, писателя, руководителя детского журнала «Силаат». Он всю свою творческую жизнь радеет за сохранение национальной самобытности, приобщает молодежь к ингушскому языку, знакомит с литературным искусством. Репортаж Тамары Хашагульговой. Поэт, прозаик, драматург, настоящий мастер пера. И это все о нем, Бадрудине Горчханове. Литература, впитанная, если не с молоком матери, то точно со школьной скамьи. Свое первое стихотворение «Анаде. Зимний день» он написал еще в 1977-м, когда учился в 5 классе, опубликовав его в газете «Сердало». Тогда никто даже не подозревал, что для Бадрудина Хасултановича это станет делом жизни. Галгай литература шиндук езыш халырав, ногчы галгай Пачхалкин университете, филологический факультете, вот здесь. Ногчы галгай книжное издательство с Эрси галгай мехтышка арёх цунтек тейпарёл стихаш пьесыш дуцерыш. С тех пор из-под пера ингушского мэтра вышло не одно произведение. Публицистические статьи, миниатюры и пьесы, по которым ставились спектакли на театральных подмостках. Он автор нескольких поэтических сборников «Шел же ести», «Каги пьесаж», а также автор сценария многих выпусков ЗОК, которые давно полюбились зрителям. Но такой успех его ничуть не испортил, считает доктор философских наук, а по совместительству и друг писателя Мурат Келиков. Мне кажется, это человек, который заслуживает, чтобы вот как сегодня собрались и так публично что-то о нем говорили. Обычно люди говорят, когда человек ушел, что он такой хороший, там, был то-то сделал. А, на мой взгляд, живые тоже нуждаются в каких-то словах поддержки. Талантливый, креативный. Он так, в общем, с огоньком человек. Бадрудин Горчханов – автор, стиль которого выражается в простоте, правдивости, а самое главное – в жизненности художественных образов. В них нет надуманности. Читателей он знакомит с обыденными процессами, не копируя их, а творчески осмысливая. Возможно, именно в этом кроется успех его произведений. У него очень много неологизмов, которые понятны читателю. У него очень много он ввел в поэзию ингушскую очень много новых, неожиданных, свежих, таких броских сравнений, эпитетов. Она насыщена просто вот этой эмоциональной стороной, эмоциональной напряженностью. О трудовом и творческом пути мастера можно говорить бесконечно. Эта встреча – настоящий подарок для самых юных почитателей таланта. Пропустить ее школьники и студенты просто не могли.
Это очень познавательный вечер, так как мы все читаем произведения и знаем авторов только так заочно, то есть по их биографии, по статьям о их жизни. А сейчас предоставилась такая возможность лично увидеть этого писателя, послушать его речь, о том, что говорят о нем другие писатели. Я считаю, что это очень хороший опыт, как общение с людьми, с такими важными личностями. Круглая дата, 55 лет, не время останавливаться, ведь впереди еще столько планов и задумок. Есть планы, пьесы некоторые, потому что театры, они просят, они заказывают пьесы. Наш театр имени Базоркина, например. Потом есть и другие планы, над большой прозой есть планы отношений, толкового словаря ингушского языка. Это большая, очень объемная работа, которая многолетняя работа. Она уже в основном, в принципе, сделана. Собравшиеся на творческом вечере желают мастеру слова вдохновения и творческих успехов, чтобы все планы и задумки обязательно осуществились, и свет увидел новые произведения поэта, прозаика и драматурга. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня исполняется 124 года со дня рождения Идриса Зязикова. Человек, сыгравший огромную роль в становлении ингушской государственности. Он прожил недолгую, но очень насыщенную и нелегкую жизнь. Известный политический деятель, настоящий патриот, благородный, мужественный и достойный представитель ингушского народа. Идриса Зязикова помнят как большевистского деятеля. Он был председателем Назрановского укрисполкома, первым народным комиссаром внутренних дел Горской республики, первым секретарем ингушского обкома партии. После арестов и обвинений в политической измене в 1935 году по решению президиума ЦК СССР его освобождают, и он перебирается в Тулу. А в октябре 1937 года Идриса вновь арестовывают вместе с женой Жанет. В 1938 году в тюрьме НКВД Зязиков скончался. В его честь назван главный проспект в Магасе и Назрановский аграрный техникум. Ну а первая школа в его родовом селе также носит имя известного деятеля. Страницы длинного и тернистого жизненного пути Идриса Зязикова современники характеризуют как борьбу за свой народ, за справедливость и свободу. Сборка и разбор автоматов, бег на заданные дистанции, всего 12 состязаний. В артиллерийско-войсковой части селения Троицкое сегодня состоялась юноармейская спортивная игра. Ее приурочили к освобождению Сталинграда. Окончание исторической битвы, кстати, мы будем отмечать 2 февраля. Проведение такого рода спортивных игровых мероприятий было инициировано главой Республики Ингушетия. В веселых стартах приняли участие команды юнармии из школ Карабулака и Троицкая. Михаил Тангиев расскажет. На старт! Марш! Команда дана, секундомер запущен. Не теряя ни одной секунды, юноармейцы из обеих команд приступают к разборке и сборке автомата Калашникова. Болельщики скандируют слова поддержки без устали. Здесь важно не просто пройти испытание на быстроту, а сделать это максимально четко и без ошибок. 34 секунды. Лучшим на этом этапе стал ученик 9 класса местной школы Павел Сучков. Секрет успеха – это не поддаваться волнению и быть внимательным, делится школьник. Автомат сам я знаю, как устроен, и разобрать его было несложно. Вот что самое важное, чтобы концентрация или что? Уверенность. Да, уверенность в том, что ты сможешь разобрать. Следующее испытание – это бег на 60 и 100 метров. На этих дистанциях собрались настоящие спринтеры в своем классе. От каждой команды принимает участие по 2 человека. На этот раз первым финишную черту пересекает юноармеец из команды «Феникс» Али Таршхоев. Парень не удивлен своим результатом, так как к этим соревнованиям он готовился не один день. Я считаю, что ключ к победе в любом забеге – это постоянный контроль своего дыхания и крепкие ноги. Нужно регулярно уделять этим 2 аспектам внимания, и тогда первое место не заставит себя долго ждать. В каждой из 2 команд с горящими названиями «Феникс» и «Факел» принимает участие по 10 человек. Всего здесь 12 состязаний, и на отдельных этапах участвуют по 2 человека. В общем, борьба идет нешуточная.
В спортивных состязаниях важно не только количество, но и качество. Есть свои правила, которые нужно выполнять. От этого зависит, засчитали ли команде дополнительное очко или нет. За выполнением обязательных условий следят опытные инструкторы. Обруч, скакалка, отжимания и не только. Ребята стараются изо всех сил и не просто так. Сегодняшнее мероприятие приурочено к освобождению Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Первоочередная задача организаторов этих игр – привить молодежи чувство памяти и уважения к событиям военных лет. Название игры так и звучит. Сталинград – это Карабулакская 4-я школа. Они в первый раз участвуют в таких соревнованиях. Ну и такие уже ребята, которые уже все умеют, уже здесь родились, воспитались, практически команда «Факел». Но я думаю, что карабулакская команда не спасует перед этим, они себя проявят, покажут. Ну и хотя бы, по крайней мере, получат много позитива от этой игры. Цель подобных мероприятий – развить уровень, поднять уровень военно-патриотического воспитания молодого подрастающего поколения. Сделано это для того, чтобы ребята молодые, вот мы с вами видим, молодые ребята были способны не только физически, но и морально защищать нашу необъятную Родину. После завершения всех состязаний победители получили почетные грамоты и ценные призы. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24. В прошлом абсолютный чемпион М1 челлендж в легчайшем весе Моусар Евлоев вернется в октагон 7 марта на UFC в Лас-Вегасе. А его соперником станет Даглас Сильва де Андраде. 34-летний бразилец в ноябре прошлого года вернул карьеру в успешное русло, победив единогласным судейским решением экс-чемпиона UFC Хинана Барао. Годом ранее Даглас уступил техническим нокаутом во втором раунде Петру Яну. Наш земляк, 25-летний Моусар Евлоев, не знает поражения и ведет серию из 2 побед. Репортаж Идриса Ижеева. После недавнего неоднозначного выступления Мавсара в поединке с Энрике Борзолой, многие фанаты ждут поединка ингушского бойца с двойным интересом. В последнем бою Мавсару не хватало ударной мощи и, как признаются эксперты, бойцовской выдержки. На этот раз ингушский файтер намерен провести бой в открытом ключе, продемонстрировав все свои навыки. Бойцовский вечер UFC в Лас-Вегасе обещает быть ярким для ингушских поклонников смешанных боев. Опытный Дуглас Сильва собирается прервать победоносную серию экс-чемпиона М1 в легчайшем весе. Дуглас Сильва провел уже 6 поединков под эгидой UFC, при этом проиграв лишь единожды. Это очень опытный и развитый по всем фронтам боец. Победа над некогда великим чемпионом Ренаном Барао – лишнее тому подтверждение. Противостояние молодости против опыта, ударки против борьбы обещает быть завораживающим зрелищем для всех любителей микс-файт. Молодой Мавсар Евлоев, несмотря на возраст, провел уже 12 поединков в ММА. Дважды защитив свой титул чемпиона в российской организации М1, Евлоев подписал контракт с американским гигантом смешанных боев UFC и уже провел 2 триумфальных поединка. На турнире UFC в Сингапуре с минимальным перевесом был побежден Энрике Борзола, а до этого был деклассирован кореец Сен Ву Чой. На данный момент Мавсар Евлоев проходит усиленную подготовку, отрабатывая все уязвимые места. Отработка навыков борьбы, улучшение ударной техники и максимальная концентрация. На турнире UFC 248 Дугласа Сильву будет ждать лучшая версия ингушского бойца. Болельщики не только Ингушетии, но и всей России будут поддерживать своего соотечественника. Победа над бразильцем станет не только продолжением беспроигрышной серии, но и хорошей возможностью подняться выше в рейтинге своего дивизиона. Идрис Ижиев, Новости 24. Уже завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Калоевым. 125 граммов хлеба. Коридор бессмертия – символ стойкости, мужества и подвига простых людей. В этой акции мы хотим напомнить людям о том, что нужно ценить то, что имеем. Нельзя забывать ни в коем случае прошлое. А сейчас у детей есть все пригодные и хорошие условия. В Ингушетии присоединились к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Печальная статистика. На Ставрополе участились случаи пожаров в частных домах. Родители находились в кухне, дети находились дома. Ребенок прибыл после школы, увидел, что там дым. Огонь унес жизни сразу 2 малышей. Как не допустить новой трагедии?
Бизнес на доверии. Удобный метод без очередей и ожидания на кассах. Здесь нет видеокамер, продавца и кассового аппарата. Вместо него вот такой импровизированный ящик. В Ингушетии все чаще стали практиковать бесконтактный вид продаж. Удивительная женщина. Жавгарат Магомед Кадирова из Дагестана более 40 лет занимается кузнечным делом. Сперва вот грубый точильный круг, а потом мелкий точильный, а потом наждачный круг. Каково хрупкой женщине справляться с тяжелым трудом и в чем главный секрет мастерицы? Теплая зима не отменяет настоящих зимних развлечений. Профессионалы раскрыли секреты безопасного катания на ватрушке. Даже у тюбинга есть правила, которые лучше не нарушать. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.